Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, какой вердикт вынес суд водителю автомобиля, по чьей вине погиб мотоциклист. Ставить стаканы по фотографии, зачем ставишь, что папе даем попить. Дети мужчины до сих пор не верят в смерть родителя. Вложился в криминал. Начал искать информацию про фальшивую монетчика, так как раньше с этим не сталкивался. Курьер службы доставки еды задержал сбытчика фальшивых денег. И также хроника дорожных происшествий. Я на зеленый сигнал светофора проезжал. Он начал разворот. Это и не только прямо сейчас. Решив развернуться, не заметил встречную машину и стал причиной крупной аварии. В столкновении «Лады Калина» с Hyundai i30 на пересечении улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина пострадали 2 человека. Предполагаемый виновник рассказал Нафисе Минязовой, почему не убедился в безопасности маневра. Есть боль в груди. Отказывается от госпитализации? Отказываюсь. Водителя «Хендай» врачи диагностировали сотрясение головного мозга, но в больницу ехать он отказался. С места происшествия госпитализировали пассажирку «Лады Калина». У 24-летней девушки ушиб мягких тканей теменной области. Я на зеленый сигнал светофора проезжал. Он начал разворот. Мужчина рассказал, что хотел проехать перекресток прямо, но вдруг перед ним появилась «Лада». Столкновение избежать не удалось. После удара иномарку отбросил на тротуар. 20-летний водитель отечественного автомобиля в нарушении правил признался. Вы свою вину признаете? Ну, признаю, но я не видно. И добавил, что не увидел иномарку еще и потому, что шел сильный снег. Сейчас обоих водителей ждет разбор в ГИБДД. Признание вины одним из участников должно облегчить разбирательство. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 18-летняя девушка пострадала в результате столкновения 3 автомобилей на перекрестке проспекта Победы и улицы Сабира Ахтямова. Разбитые «Лада Гранта», «Лада Приора» и Hyundai Solaris стали причиной крупного затора. Ни один из участников вину не признавал, их мнение в репортаже Ленара Гинатуллина. Я ехал прямо, получается, он как-то не уступил, он сразу начал движение в средний ряд. 58-летний водитель «Лады Гранта» был уверен, что виноват не он. В аварии винил 18-летнего молодого человека, управлявшего «Ладой Приора». Говорит, он должен был уступить дорогу, но молодой человек считал иначе. Человек, получается, выезжает на Приоре, вот на этой, едет по дороге. Получается, только набирает скорость, а Гранта уже летит в этот момент. И прям в ей, короче, врезается. Грубо говоря, Приору несет, потому что гололед, снег, и она врезается, получается, в Hyundai Solaris. В результате аварии 18-летняя пассажирка «Лады Приора» получила ссадины лба. Столкнувшиеся автомобили стали причиной крупного затора на проспекте Победы. Их поспешили убрать с проезжей части. Тем временем приехавшие на место происшествия автоинспекторы согласились с водителем «Лады Гранта». По их мнению, молодой водитель «Приора» не выполнил требования знака «Уступить дорогу». Ленар Гинатуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Пытался сжечь заживо свою возлюбленную инвалида в собственном доме. Страшное преступление произошло в Бугульме на улице Казанская. По версии следствия, сожители с друзьями распивали на кухне спиртные напитки. После того, как гости ушли, они легли спать. Но, неожиданно проснувшись, женщина увидела стоявшего перед ней мужчину с канистрой и зажигалкой в руках. Он бросил в облитое горючим одеяло зажигалку и убежал, но, к счастью, рассказал о сделанном соседу. Последний спас женщину, которая страдала заболеванием суставов. В результате она получила ожоги ног. Дом сгорел полностью. Подозреваемого задержали. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Свою вину мужчина не признал, пояснив, что ничего не помнит. Судом по ходатайству следствия в отношении него избрали меры пресечения в виде заключения под стражу. 41-летний Марат Сафиуллин, сотрудник федерального казначейства, найден мертвым с пробитой головой во овраге парка Горького. Мужчину искали сутки. Информацию о нем разместили волонтеры. Выяснилось, что он ушел с работы вечером 4 декабря и домой не вернулся. Телефон был недоступен. В момент обнаружения при себе у него не было мобильного и портмоне. Не исключается, что его убили с целью ограбления. Уголовное дело по статье убийства было возбуждено сразу после пропажи, еще до обнаружения тела. Курьер, развозивший еду, задержал в Казани молодого человека, подозреваемого в сбытии фальшивых 5000-ных купюр. Он позвонил в полицию, сообщил, что удерживает фальшивомонетчика на улице Короленко и просил стражей порядка поскорее приехать. Задержанного доставили в отдел, где он рассказал Айгуль Батрудиновой всю историю с сомнительными купюрами от начала и до конца. В течение месяца деньги начали кончаться, и сумма, которая оставалась,
я решил ее пустить куда-нибудь в оборот. Чтобы самому не работать, деньги должны делать деньги. Вполне разумно решил 21-летний молодой человек. Только в поисках объекта для инвестиций забыл, что фальшивые деньги делают уголовное дело. С официальной работой были сложности. Как потом выяснили полицейские, у уроженца одной из стран ближнего зарубежья не было регистрации в России. Начал искать информацию про фальшивую монету, так как раньше с этим не сталкивался. Столкнулся, заказал 6 поддельных 5000-ных купюр, заказ получил и стал делать настоящие деньги. Фальшивки по одной сбывал при оплате проезда и в магазинах. Сдачу забирал настоящими деньгами. Я сбыл в общем 3 штуки. Сегодня попытался слить 4-ю, но заказал доставку, и он определил, что она фальшивая, вызвал полицию. 19-летний курьер, привезя заказ по указанному адресу и получив сомнительную купюру, сначала позвонила администратору, но она сказала, что сдачу он не может не дать. Понимая, что расплачиваться, если что, придется ему самому, сдачу отдал, но предложил клиенту проехать в ближайший магазин, проверить деньги на подлинность. В ходе движения автомобиля клиент, открыв дверь транспортного средства, пытался скрыться. Однако курьер догнал его и сообщил об зашедшем в полицию. До приезда сотрудников полиции злоумышленник оказывал активное сопротивление молодому человеку. Даже предлагал ему за свободу деньги, но курьер был не подкупен. По месту жительства задержанного полицейские нашли 2 купюры номиналом 5000 рублей. Эксперты подтвердили, что они поддельные. Теперь молодой человек по решению суда живет в следственном изоляторе, а потом может до 8 лет провести в местах лишения свободы. Закон за сбыт фальшивок также предусматривает штраф до 1 миллиона рублей. Айгуль Бадрудинова, вызов 112. Домогался дошкольницы в автобусе 90-го маршрута. Неизвестный мужчина совершил в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Он взял ее за руку и прямо в переполненном людьми салоне стал демонстрировать ребенку то, чем, видимо, сильно гордился. После того, как ребенок закричал, мужчина выскочил из автобуса и убежал. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». К слову, в автобусе того же маршрута в марте этого года ранее судимый за педофилию Марат Низамиев приставал к 11-летней девочке, которой удалось выйти из автобуса и попросить помощи у продавца ближайшего ларька. Его нашли и приговорили к 9 годам лишения свободы. Новосавиновский суд Казани сегодня вынес приговор 19-летнему водителю БМВ, ставшего причиной гибели 39-летнего байкера. В июне этого года на улице Сибгата Хакима молодой человек решил развернуться через двойную сплошную линию. При этом не убедился, что это будет безопасно. Через секунду во внедорожник, практически перегородивший проезжую часть, врезался мотоциклист. Мужчина погиб на месте. У него остались жена и 2 детей. Почему в произошедшем винят в том числе и погибшего, и зачем суд не стал принимать во внимание результаты независимой экспертизы, в репортаже Нафисы Минязовой. Ставит стаканку фотографии. Я говорю, зачем ставишь, что папе даем попить? Трагедия произошла полгода назад. 2 детей погибшего все еще не верят в произошедшее и ждут папу домой. Об этом рассказала мать байкера. В июне 39-летний сын этой женщины погиб в результате столкновения мотоцикла с БМВ на улице Сибгата Хакима. Тогда 19-летний водитель иномарки стал разворачиваться через двойную сплошную линию, не убедившись при этом, что помех никому не создает. В этот момент в него на полном ходу влетел байк, которому автомобиль просто перегородил дорогу. Мотоциклист скончался на месте. Следователи уверены, что вина тут обоюдная. Байкер, по их мнению, превысил скорость. Однако родственники погибшего считают, что если бы не водитель автомобиля, мужчина был бы жив. Они провели независимую экспертизу, которая установила, что скорость двухколесного транспортного средства была в пределах нормы, но суд не стал учитывать ее результаты. Она была на недопустимом носителе, то есть и исходные данные неизвестно откуда взяты. Подсудимый Егор Ксенофонов свою вину признал и частично возместил ущерб потерпевшим. Прокуратура настаивала на условном сроке. Суд согласился. Назначить ему наказание 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением государственным следствием, сроком на 3 года. На основании статьи 73 Кодекса назначенного Ксенофонову основное наказание лишения свободы считается полностью, поэтому сроком 2 года 6 месяцев. Подсудимому отменили подписку о невыезде. Будет ли он дальше возмещать ущерб и помогать семье погибшего, он не уточнил. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.